Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Добрый день, присаживайтесь, спасибо. Вначале я хотел бы сказать, что послание, мы его не задержали, мы его не переносили. Сегодня, я думаю, мы поговорим, я доведу линию правительства, главы. Уважаемые депутаты, приглашенные, вехи исторических событий имеют особое значение для всех нас. Для подрастающего поколения за прошедший период мы отметили два памятных события. 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, 29-ю годовщину образования Республики Ингушетия. Мы храним историческую память о наших земляках, принявших участие в защите Отечества. Надо проявить заботу о тружениках тыла и двух здравствующих наших Медарова Магомеда Хасултановича и Гайсанове Камбулата Абубакаровича, закрепить за ними социальных работников. Необходимо знать героическую историю старшего поколения, героические подвиги советских людей, наших земляков. В 2024 году мы будем отмечать особое юбилейное событие. Это столетие образования государственности нашей республики. Эта дата отражает вековой опыт становления нашей политической субъектности. Работа по подготовке к этому историческому общественно-политическому событию, включая 30-летие современной Ингушской республики, уже началась. Прошедший год стал испытанием для всей социально-экономической системы государства. Сообща мы достойно выдержали его. Хочу поблагодарить правительство Республики Ингушетия, муниципальных организаций, депутатов всех уровней, медицинских работников, волонтеров, добровольцев, студентов, наших старейших жителей республики за помощь и работу по проведению и по соблюдению требований и мер профилактики. Борьба с мировой пандемией потребовала от нас технических ресурсов, но и больших человеческих усилий. Благодаря работе, которая вела с нами, была обеспечена готовность системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. На переднем плане этой борьбы находились наши медики, которым еще раз выражаю огромную благодарность за их самоотверженный труд, за каждую спасенную человеческую жизнь, порой ценой своей жизни. Были представлены к наградам, а также присвоено почетное звание более 320 работникам системы здравоохранения республики. В том числе 10 человек награждены орденами Пирогова, 42 человека почетной грамотой президента Российской Федерации, около 190 человек, медиков, благодарностью президента Российской Федерации. Мы научились бороться с этой инфекцией, но расслабляться еще рано. Призываю граждан принимать активное участие в вакцинации. Все необходимые условия для этого у нас созданы. Функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, в колледжи и в университет. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале госуслуг. Наша общая задача к октябрю привить не менее 60% на наших жителей. Мы регион с традиционно положительным коэффициентом естественного прироста населения. Составил 12,9 на 1000 человек. Это второе место в России, в то время как в целом по стране минус 4,7. Наша обязанность принимать меры по сохранению этой тенденции в условиях негативного влияния на здоровье населения. В этой связи прошу Минздрав Республики разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение смертности населения Республики, оперативному штабу при главе Республики, органам государственной и муниципальной власти, Роспотребнадзора по Республике Ингушетия не снимать вопрос контроля до особого распоряжения по этапному выходу из режима ограничений. Ограничительные меры, связанные с ковид-инфекцией, снижение цен на нефть, серьезно повлияют на экономическую активность, деятельность среднего и малого бизнеса.
Как следствие, в течение определенного времени наблюдалось снижение потребительского спроса и рост безработицы. Несмотря на все сложности, нам удалось сохранить в некоторых направлениях и улучшить темпы социально-экономического развития благодаря принятым антикризисным мерам федерального уровня, а также собственным мерам развития экономики. Эти меры, а также достижения прошедшего года неоднократно озвучивались и обсуждались, в том числе и в Народном собрании, на отчете правительства Республики Ингушетия за 2020 год. Поэтому сегодня хотел бы сосредоточиться на системных проблемах социально-экономического развития республики, задачах, стоящих перед нами на текущий период. Хотел бы сказать, что по СКФО сельское хозяйство по показателям мы на первом месте, по строительству на втором месте. Мы добились многого. Уважаемые коллеги, мы смогли не только минимизировать негативные последствия кризиса, во многом связанного с ограничениями, но и продолжили работу, направленную на повышение устойчивости нашей экономики. Сегодня все наши усилия должны быть направлены на достижение национальных целей, развития на период до 2030 года, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В этой связи поручаю правительству республики в рамках подписания с Российской Академией Наук соглашения с участием Ингушского государственного университета модернизировать стратегию социально-экономического развития Республики Ингушетия в период до 2030 года. Республика Ингушетия успешно включилась в реализацию национальных проектов, в рамках которых в 2021 году планируется реализовать более 80, в том числе строительство школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Вместе с тем нам предстоит решить целый комплекс накопившихся годами задач регионального уровня, обозначив наиболее важные, на решение которых исполнительной и законодательной властью с привлечением общественности и бизнеса необходимо направить основной вектор усилия правительства в текущем году. В первую очередь необходимо продолжить работу по предельному снижению доли теневого сектора в экономике, занятости и доходах населения. Теневой сектор в экономике определяет низкие показатели собственных доходов бюджета республики. В результате целенаправленной работы нам удалось сократить объем долговых обязательств на начало текущего года почти на 40%. Безусловно, работу в этом направлении правительству необходимо продолжать. В целях решения этой задачи необходимо обеспечить концентрацию усилий Федеральной налоговой службы и службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами на повышение собираемости налоговых платежей, а также на формирование плана мероприятий по осуществлению дополнительных мер пополнения доходной части бюджета. Уважаемые депутаты, наиболее острой проблемой в сфере инфраструктуры для Ингушетии является неудовлетворительное состояние и недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктуры, значительные потери при функционировании сетевого хозяйства. Исходя из комплекса обозначенных проблем, правительству необходимо в текущем году проработать вопрос стопроцентного финансирования из федерального бюджета объектов водоснабжения республики и обеспечить реализацию в полном объеме национальный проект «Чистая вода». Завершить работу по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства с последующим его вовлечением в хозяйственный оборот. Проработать вопрос по пересмотру программы газификации с определением перечня мероприятий, отвечающих интересам населения и бизнеса. До сих пор Ингушетия является единственным регионом, не имеющим собственных генерирующих мощностей. В этой связи поручаю Минпромсвязи проработать план действия по созданию собственных генерирующих энергию мощностей, в том числе гидроэнергетика и другие возобновляемые источники энергии. Транспортная инфраструктура. В прошлом году были выявлены неудовлетворительное качество технического состояния автомобильных дорог. Наличие большого количества узких мест транспортной системы, в особенности в городах. Одним из источников финансирования соответствующих работ является средства дорожного фонда, который пополняется в том числе и за счет транспортного налога и штрафов ГИБДД. Недопустимо, когда задолженность по этим налогам и штрафам доходит до 800 миллионов рублей. Помимо этого, на финансирование федерального бюджета влияет и количество зарегистрированных АЗС и протяженность автомобильных дорог. Поручаю Ингушавтодору совместно с муниципальными образованиями завершить в текущем году инвентаризацию дорог,
А Минфину совместно с налоговой службой и службой судебных приставов обеспечить всесторонние меры по взысканию указанной выше задолженности. Не можем мы обойти вниманием крайне важное для нас направление – это развитие туристической инфраструктуры. На территории расположено 2 заповедника, заказник, более 2000 объектов культурного наследия, разработано более 40 туристических маршрутов. В настоящее время в регионе работает 15 турфирм, 2 туроператора и 16 коллективных средств размещения. Несмотря на действие ограничительных мер, республику посетило в прошлом году около 90 тысяч туристов. По поручению президента Российской Федерации правительство продлило до конца года программу возмещения граждан части затрат на путешествия по России. На начало мая такой услугой уже воспользовались почти 1 миллион человек по России. Для людей возвращено около 4 миллиардов рублей. Предлагаю Комтуризму Ингушетии использовать потенциал данной программы для увеличения туристического потока. В 2021 году правительство и Комитету по туризму необходимо продолжить работу по созданию современной туристической инфраструктуры. В своем послании в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин акцентировал особое внимание на здоровье наших детей, максимально на доступности детского отдыха и предложил в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Сфера летнего отдыха и оздоровления детей в республике представлена 4 летними лагерями. В текущем году планируется охватить отдыхом 4700 детей. Необходимо максимально улучшить материально-техническую базу наших детских лагерей отдыха. Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха «Магаз», расположенному в крымском курортном поселке Заозерный, около Черного моря. Поручаю Министерству имущества на первоначальном этапе завершить мероприятие по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря. В перспективе лагерь можно использовать как базу отдыха для детей и не только из нашей республики. Важным фактором, определяющим туристическую привлекательность нашей республики, является благоприятная экологическая ситуация. В целях сохранения экологического баланса в текущем году совместно с партией «Единая Россия» организованы и проведены мероприятия в рамках международной акции «Сад памяти». Всего посажено 30 тысяч деревьев. До конца 2021 года планируется 55 тысяч. В целях рационального освоения и вовлечения в хозяйственный оборот малопродуктивных земель, обогащению открытых ландшафтов, их флоры и фауны, повышение продуктивности животных, мною принято решение по проведению искусственного лесоразведения на территории Сунжского хребта. Белоглинка, вы знаете, где это, близ города Сунжи. В 2020-2021 годах в Минприроды Ингушетии уже проведена работа по озеленению территории на площади 20 гектаров. Высажено в общей сложности более 2 тысяч саженцев. Совместно с Ингушским государственным университетом в городе Магаз планируется создать ботанический сад. Поручаю продолжить дальнейшую работу. Наличие развитой инфраструктуры является стимулом для привлечения инвесторов в любую отрасль, а крупный бизнес является, в свою очередь, основным условием для ускорения экономического роста, для обеспечения устойчивости рынка труда и бюджетной системы. Любую инициативу, которую планируют реализовать на территории республики, я рассматриваю с 2 сторон. С точки зрения создания рабочих мест для населения, с одной стороны, и пополнения доходов бюджета с другой стороны. В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной предпринимательской деятельности ведется работа по модернизации промышленной площадки региона, расширению банковской сети, запущен механизм подписания соглашения о защите капиталовложений. Республика стала участником этого механизма в рамках реализации инвестпроекта строительства тепличного комплекса агрокомбинат Сунжа. Планирует и в дальнейшем участвовать в этом проекте. Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, который будет входить свыше 23 предприятий, что приведет к созданию 900 рабочих мест. Поручаю Минпромсвязи Ингушетии совместно с Минэкономразвития Ингушетии ускорить эту работу. В республике уже действует производство обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, швейное производство и другие. При выходе на полную проектную мощность эти предприятия, около 1800 наших граждан, будут обеспечены работой. Поручаю
Минпромсвязи продолжит работу по дальнейшей реанимации простаивающих предприятий, обеспечит в текущем году возобновление работы комбината детского питания, картонажной фабрики и завод по производству энергосберегающей продукции. Минприроды Республики оказывает содействие лесоперерабатывающему комбинату в поиске рынка сбыта продукции. Еще 2 инвестиционных проекта будут запущены в текущем году. Это завод алюминиевых сплавов, это РЕАЛ, и предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств Best Brand. На третьем проекте птицекомплекс по решению глубокой переработки мяса индейки уже состоялся закладка 75 тысяч инкубационных яиц, и в сентябре ожидается первая продукция. Уже в текущем году мы рассчитываем трудоустроить на этих предприятиях до 400 человек. Сегодня создаются все условия для реализации крупных инвестиционных проектов, но этого недостаточно. Одним из факторов успешной реализации инвестпроекта является наличие софинансирования со стороны региональных банков. Для решения данной проблемы необходимо обеспечить функционирование республиканского залогового фонда и создание регионального фонда развития промышленности, который будет оказывать поддержку инвестиционным проектам по созданию и развитию промышленных предприятий на заемной основе. В этой связи поручаю заинтересованным органам исполнительной власти провести работу по созданию залогового фонда. Минпромсвязи принять исчерпывающие меры по организации деятельности регионального фонда развития промышленности. Кроме того, в целях активизации службы одного окна на инвесторов поручаем Минэкономразвития рассмотреть снижение сроков рассмотрения обращений инвесторов со дня регистрации представленных ими документов с 28 рабочих дней до 20 рабочих дней. Нам необходимо максимально наращивать вложения частных инвестиций в сельском хозяйстве. Хорошим примером является инвестиционный проект по закладке и производству плодовых культур интенсивных садов в Малгобекском районе, по итогам реализации которого запланирован сбор урожая плодов до 9 тысяч тонн в год, создание более 330 постоянных и 500 временных рабочих мест. В прошлом один Назрановский район обеспечивал полностью потребность членов Ингушетии картофелем. В настоящее время большинство этого продукта завозится из соседних регионов. Учитывая сказанное, прошу правительство республики разработать стратегию развития сельского хозяйства республики. Кроме того, темпы по повышению доходности государственных унитарных предприятий, заданные правительством и Минсельхоз, необходимо наращивать, выйдя к концу года на урожайность зерновых 35 и больше центнеров с гектара, кукурузы 45 и более с гектара. Увеличение поголовья скота до 8,5 тысяч голов. Достижение таких показателей будет способствовать повышению продовольственной безопасности республики. Поручаю Минсельхозу принять меры по привлечению инвесторов для строительства элеваторов в Малгобекском и Сунжских районах. Наращивание предпринимательского ресурса – один из важнейших факторов, определяющих социально-экономическое развитие. Без малого и среднего бизнеса сейчас не решить стратегических задач. Преодоление бедности и увеличение валового регионального продукта, достижение которых возможно лишь с использованием потенциала малого и среднего бизнеса. Для доли малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте республики по итогам 2019 года составил около 24%. По России 22,5%. Правительство России выделяет значительные ресурсы для развития малого и среднего бизнеса. Финансовые, банковские, налоговые. По сравнению с другими регионами, эффективность их использования в республике крайне низка, что в конечном счете влияет на доходы населения, создание новых рабочих мест, выпуск регионального продукта и налогооблагаемую базу. Поручаю правительству республики обратить особое внимание не только на использование выделенных ресурсов, но на их целевое, эффективное применение. Существенным фактором снижения безработицы и роста налоговых поступлений является развитие малого и среднего бизнеса. Мы многое сделали для развития этой сферы, сформировали всю необходимую нормативно-правовую базу и продолжаем ее совершенствовать. Создали необходимые институты развития и центры поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь все наши усилия должны быть направлены на создание выгодных экономических условий для постепенного выхода предпринимателей из тени,
создание новых возможностей для развития уже работающего бизнеса с учетом наших отраслевых приоритетов. Агропромышленный комплекс, легкая промышленность, производство строительных материалов, туризм и другие виды услуг. В этой связи необходимо активизировать работу всех институтов развития бизнеса, органов исполнительной власти. В первую очередь Минэкономразвития направлено на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым и другим ресурсам, внедрение форм поддержки, сбыта и продвижения продукции, образовательное сопровождение предпринимательской деятельности, широкое распространение информации о мерах государственной поддержки с использованием всех доступных каналов распространения информации. В целом, весь комплекс принимаемых нами мер должен быть направлен на создание новых рабочих мест, восстановление к концу текущего года численности занятого населения в республике до значения 2019 года. Уважаемые депутаты, одной из базовых отраслей, формирующих индекс человеческого развития, является образование. 21 век информационных технологий. В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости эффективно использовать всю образовательную и другую инфраструктуру возможностей современных технологий в интересах обучения детей. Указ президента Российской Федерации о национальных целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года задал высокую планку для всей системы образования. Попадание России в десятку лучших стран по качеству образования в 2024 году. При этом президент России сделал акцент на совершенствование преподавания математики и информатики в школах, поручая Минобразованию в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность изучения физики, математики и информатики в классах с физико-математическим уклоном, а в нескольких общеобразовательных учреждениях республики. Ограничения пандемии в 2020 году коснулись процессов школ. Наряду с врачами хочу поблагодарить наших учителей за то, что в период вынужденного обучения на дому не останавливали свою работу с учениками. Принятое в прошлом году президентом России решение о выплате педагогам общеобразовательных учреждений в размере 5000 рублей за классное руководство сыграло значительную роль в закреплении кадров. В текущем году по поручению президента страны эта мера будет распространяться и на организацию среднего профессионального образования. Мы активно продолжаем строить школы и детские сады, поручая продолжить работу по ликвидации двухсменного обучения в школах и очередность дошкольных образовательных организаций, обеспечивать в данном объеме ввод этих объектов в рамках нацпроектов. Одновременно при этом необходимо решать проблему выполнение требований пожарной, антитеррористической защищенности, предъявляемых к объектам образования. Социально-экономическое развитие республики невозможно без подготовки специалистов, соответствующих современному техническому и научному уровню. Базовое учреждение высшей школы Ингушетии является наш государственный университет, который готовит специалистов по различным направлениям. В этой связи прошу правительство республики активно сотрудничать с подготовкой востребованных специалистов для народного хозяйства и научное сопровождение проектов социально-экономического развития. На сегодняшний день молодежь составляет более 40% от общей численности населения республики. От знаний, трудолюбия, патриотизма молодежи зависит завтрашний день нашей Родины. Поэтому крайне важно для нас духовно-патриотическое воспитание молодежи на основе привития чувства уважения и любви к истории, к малой Родине и большой Родине. Увеличение молодежи, вовлеченной в добровольческую волонтерскую деятельность. Не случайно президент России обозначил одним из приоритетных направлений государственной политики открытие как можно больше возможностей для молодого поколения. Предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодежи. В республике добровольцы активно участвуют в волонтерских проектах, акциях, набирают активность университетское волонтерское движение. Министерству образования предлагаю поощрить победителей конкурсов путевками в детские оздоровительные лагеря. Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование уже созданных регионального и зональных центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, обращая внимание нашей молодежи, согласно плану отбора кандидатов для поступления в военно-образовательные организации, высшее образование Министерства обороны Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти на 2021 год для республики определена квота 197 человек.
по программе среднего профессионального образования 39. В целях осуществления качественного отбора кандидатов для поступления в военные вузы Министерству образования, Комитету по молодежи совместно с военным комиссариатом необходимо проводить агитационно-разъяснительные мероприятия среди учащихся старших классов образовательных организаций с целью увеличения количества граждан, желающих поступить в военные учебные заведения. Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи хочу отметить работу руководителя регионального отдела поискового движения России, это Беслан Зейтова, регионального отделения общественной организации Российский союз ветеранов Магомеда Гелисханова, который включен в этом году в состав президиума Российского комитета ветеранов регионального штаба движения юной армии, это Мадина Богатыревой. В апреле текущего года поисковые отряды «Малгобек» и «Курган» в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» при проведении раскопок в городе Воинской славы нашли останки 43 бойцов и 5 смертных медальонов. Поднимая из земли наших солдат, поисковики укрепляют уверенность поколения в том, что никто не уйдет в забвение. Молодежи необходимо повысить степень вовлеченности молодежи в социальное проектирование и инновационную деятельность, принять меры по созданию обучающихся центров для молодежи сферы IT, по открытию ресурсного центра поддержки добровольства, а также разработать концепцию патриотического воспитания молодежи. Правительству необходимо оказывать всевозможную поддержку региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, чтобы они успешно могли претендовать на президентские гранты. О такой господдержке неоднократно упоминалось и в ежегодном послании президента Российской Федерации. Сегодня особую роль приобретают институты общественного контроля, социально ориентированные инициативы граждан. Однако, если институты и механизмы общественного контроля создаются по инициативе органов государственной власти, они не могут полноценно способствовать гражданской активности. В этой связи надо признать, что наша республика, как и многие другие регионы, испытывает дефицит общественных экспертов, лидеров общественного мнения, что снижается эффективность мероприятий в сфере общественного контроля. Предлагаю Ингушскому государственному университету НИИ имени Ахриева совместно с Общественной палатой республики подготовить предложение по созданию научно-образовательного ресурса учебных программ по освоению компетенций социального контроля и социальной работы. Следует подчеркнуть, не все НКО носят конструктивный характер. Выявляются те, кто под благими намерениями ведет деструктивную деятельность за счет иностранного финансирования через различные зарубежные организации. Такие организации не всегда могут встроиться в нашу культуру, культурную реальность, остаются на периферии общественной жизни. Органам безопасности Минюсту республики необходимо усилить в этой части соблюдение законности деятельности общественных организаций. Важно своевременно пресекать функционирование на территории республики НКО, работа которых противоречит принципам законодательства Российской Федерации. Уважаемые депутаты, национальное и культурное – главное достояние ингушского народа. Комплекс духовно-нравственных ценностей нашего общества и его мудрость, культурные традиции являются главным инструментом в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения и общества в целом. У нас сложилась положительная динамика развития материально-техническая база сферы культуры. Приоритетная задача Минкультуры Ингушетии, считая продолжение работы по расширению сети учреждений культурно-досугового назначения, а также по строительству 6 крупных объектов общей стоимостью 8 миллиардов рублей, по которым имеется поручение президента. И вчера, находясь на встрече с председателем правительства, эти объекты были обозначены. Это у нас Республиканский музей краеведения, Государственный колледж искусств, Национальная библиотека, Государственная филармония, Русский государственный музыкально-драматический театр и Республиканский театрально-культурный комплекс. Уважаемые коллеги, озвученные сегодня проблемы могут достаточно серьезно ограничивать потенциал саморазвития республики. Ни один из имеющих у нас ресурсов развития не использован в полной мере в силу сохранения системных проблем, инфраструктурные ограничения, а также внешних причин. Несмотря на то, что наша экономика находится в сложной состоянии, мы имеем немало возможностей для ее роста. Но
сам по себе подъем экономики не произойдет. Это может случиться только в том случае, если мы все будем напряженно работать, если будут правильно выстроены приоритеты и правильно организована деятельность руководящих структур республики. Представители общественности, бизнеса, соответственно, координация по линии федерального центра. Для того, чтобы исполнить намеченное жителям республики, прежде всего нужен мир, согласие и стабильность. Сегодня нашей общей задачей я вижу консолидацию общества. Это основополагающий фактор развития республики. Необходимо отбросить все разногласия внутриэлитные распри, забыть о личных амбициях и работать единой командой над решением наших общих задач. Забота о воспитании подрастающего поколения, коррупция, повышение качества жизни, образование, здравоохранение. Одной из задач является формирование образа республики. Это зодчий мира и добрососедства, созидатель уюта и комфортных условий жизнедеятельности, творец собственного благополучия. Предлагаю определить национальным девизом, близкий всем гражданам, независимо от религиозных, политических и иных убеждений, законность, порядок и процветание. Национальная политика является одним из направлений деятельности российского государства. В республике ежегодно проводят десятки мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений. Для эффективного и формирования атмосферы толерантности важно наладить взаимодействие и сотрудничество с органами власти с широким спектром институтов гражданского общества. Здесь недостаточно задействовать государственные инструменты, тем более недопустим формальный подход, необходимо непосредственное взаимодействие. Правительство должно замечать и поддерживать общественные организации, которые участвуют в реализации социально значимых практик, вносят свой вклад в развитие модели межнационального согласия. Во всем мире существенную роль играют благотворительные фонды. В нашем народе культуру взаимовыручки, оказание поддержки и помощи имеют глубокие традиции. В условиях влияния ограничительных мер общественные объединения республики оказали весомую поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным семьям. Мы должны быть благодарны всем общественным организациям, частным инициативам, всем, кто оказывал помощь. Поручаю правительству республики, управлению внешней политики совместно с Миннацем и Институтом Охриева, Институт гражданского общества, разработать модель такого проекта, где определяющим должно стать такие понятия, как государственная национальная политика, гражданское единство Ингушетии, межнациональное, межэтническое отношение и согласие и другие направления, объединяющие людей. Депутаты Народного собрания, Комитету по национальной политике и связи с общественностью, прошу оказать содействие в этом вопросе. Общественное объединение сегодня является полноправными участниками процессов реализации национальной политики. В настоящее время в регионе функционирует более 420 общественных некоммерческих организаций. Политическое пространство предоставлено 18 региональными отделениями политических партий. К наиболее значимым и эффективно работающим общественным объединениям региона следует отнести региональный штаб Всероссийского народного фронта, Общественная палата республики, регионального отделения общественных организаций, благотворительные региональные организации. В Ингушетии ведется работа по возрождению казачества и его самобытной культуре. В текущем году необходимо завершить работу по созданию окружного казачества и принять меры по вхождению в государственный реестр казачьих общин в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, успех региона, хороший экономический показатель, привлекательный уровень жизни во многом обеспечиваются общественно-политической стабильностью. Общественная безопасность всегда является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством республики. Мы добились улучшения криминальной обстановки, не допустим на своей территории очагов терроризма и экстремизма. В этой связи нельзя забывать о роли и влиянии кибертехнологий на современное общество, особенно на молодежь. Информационно-телекоммуникационные технологии приводят не только к позитивным результатам, но и расширяют источники социальной опасности, распространения идеологии экстремизма.
органы правопорядка, государственные муниципальные власти, управление внутренней политики, администрации главы и правительства, религиозные и общественные объединения, воспитательные структуры образовательных учреждений должны активно противодействовать распространению противоправного контента. Уважаемые коллеги, на всех этапах развития человеческой цивилизации религия была и остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение человека и общества. Большинство наших людей положительно либо лояльно относятся к различным религиозным течениям и их последователям. Однако нельзя не отметить тот факт, что отдельными членами религиозных общин предпринимается попытка наделить прихожан и верующих исключительными правами и правилами в угоду своей общины. Это зачастую вызывает протест и недовольство. Такого раскола в обществе допускать нельзя. Общественное возмущение вызывает вовлечение молодежи в радикальные религиозные течения и группировки. Рекомендуем Миннацу, Комитету по делам молодежи и иным заинтересованным ведомствам вести постоянную профилактическую работу в данном направлении. Заслуживает особое внимание уровень методики преподавания предмета основ религии. Предлагаю Министерству образования ежегодно тестировать совместно с религиозными нашими лидерами, проводить работу и реформировать и актуализировать учебники основ религии. Уважаемые депутаты, гости и приглашенные, глава государства Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию уделил внимание работе муниципалитетов, отметив полномочия и реальные возможности местного самоуправления, должно быть расширены и укреплены. На январском заседании Госсовета руководством страны было отмечено, что муниципальный уровень власти самый близкий к людям, и у него огромная сфера ответственности. Понимаем, что сегодня муниципалитетам нелегко на местах принимать решения, регулировать работу по многим направлениям. Многие проблемы системы ЖКХ и бюджетной политики, социально-экономической сфере и так далее. В связи с этим объем подведомственным административным комиссиям дел об административных правонарушениях возрастает. При этом деятельность административных комиссий муниципальных образований еще недостаточно эффективна. Во многом это связано с тем, что органы местного управления не выработали оптимальных вариантов и в организации деятельности административных комиссий. Рекомендую органам местного самоуправления повысить роль и статус административных комиссий. В свою очередь, правительству проработать вопрос в своевременное оказание финансовой и материальной поддержки административным комиссиям в целях надлежащего осуществления ими переданных полномочий. Уважаемые депутаты, 19 сентября в Республике Ингушетия пройдут выборы в Государственную Думу и Народное собрание. Избирательные комиссии республики необходимо ответственно подойти к предстоящим выборам, к организации работы участковых избирательных комиссий, по информированию избирателей и контролю за предвыборной агитацией. Представители политических партий совместно с руководителями муниципальных органов власти призываю активно участвовать в решении проблем граждан. Мы нацелены на то, чтобы предстоящие выборные мероприятия прошли честно и прозрачно. Подводя итоги, надо сказать, сделано немало, чтобы вывести республику из общественно-политического и социально-экономического кризиса, а предстоит нам еще сделать больше. Глубоко убежден, Ингушетия займет достойное положение среди субъектов Российской Федерации. Мы со своей стороны задействуем весь потенциал для достижения этой цели, направив государственные ресурсы на защиту интересов наших граждан, на улучшение их жизни, на повышение благосостояния и безопасности наших людей. Дал я тубаху баркалалчу.